Десятилетняя корова Зорька то и дело вздрагивает от вспышек фотокамеры, гомонящей вокруг нее толпы. Она не догадывается, какая важная миссия возложена на нее в эти минуты. Пара ловких движений ветеринара и две желтенькие бирки, словно серьги, повисли на буренке. Видно, что ей это не по нраву. Корове Зорьке повезло в истории Кыргызстана. Она вошла как первое идентифицированное животное. На ее уши закрепили два номерка. Это на случай, если один из них упадет. Вот как мы с вами можем увидеть, у нее стоит номер 1. Реализация программы по идентификации животных стартовала с 3-летним опозданием. Не сразу нашли на нее деньги. Но сегодня дело сдвинулось с мертвой точки и, по мнению членов правительства, принесет стране немало выгод. Контролировать эпизоотическую ситуацию станет тоже намного проще. Ключевой целью внедрения является повышение экспортного потенциала страны по продукции животного происхождения, создание возможности отслеживания движения поголовья животных и продуктов животного происхождения, а также возможность адресной поддержки, льготного кредитования экспорта ориентированных предприятий. Весомый вклад в старт программы сыграла ПРООН. Она подготовила специалистов, которые выйдут в регионы и уже на местах передадут полученные навыки и знания по биркованию животных тамошним ветеринарам. Наша, конечно, мечта заключается в том, чтобы эти знания потом претворялись в жизнь, обеспечили эффективную работу всей фитосанитарной системы, в определенной ее части, конечно, и санитарной, и ветеринарной. А вот за бирки придется заплатить самим животноводам. Это может не понравиться особенно тем, у кого большие стада. За одну голову придется отдать около $2. Вот эта бирка, например, для крупного рогатого скота стоит где-то 27 сомов, 80 тинов. То есть, если округленно, давайте 30 сомов, да? 40 сомов стоит эта бирка. А услуга частного ветеринара, регистратора, где-то может быть 30 сомов. Объем производства мясной продукции в Кыргызстане за годы независимости упали на 80 тысяч тонн в год. В правительстве надеются в ближайшие годы исправить эту ситуацию, в том числе и за счет идентификации скота и огромного рынка ЕАЭС. Шавкат Тургаев, Азат Интымаков. В настоящее время. Кыргызстан.